Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Под личным контролем. Глава региона провел совещание по развитию Шелковского района, чего достиг муниципалитет и планы на будущее в нашем выпуске. Покоряя тропы и вершины, достигая горизонта. Путь участников лежит по извилистым тропам, которые ведут через захватывающие пейзажи. Для республики знакомиться с туристическими маршрутами с Айшат Кадыровой. Защищая Родину. С детства как-то об этом мысли были и занимался этим на протяжении всей жизни. В Грозном состоялось торжественное принятие военной присяги будущими пограничниками. Рамзан Кадыров провел совещание по социально-экономическому развитию Шелковского района. Сейчас муниципалитет демонстрирует хорошие показатели по всем ключевым направлениям развития. Но есть вопросы, которые необходимо решать. Какие результаты уже достигнуты и что еще предстоит сделать в сюжете Рамзана Абуева. За последние годы облик Шелковского района значительно улучшился. Появилось множество новых домов, школ, детских садов, скверов и спортплощадок. Наблюдается развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры. Это повышает инвестиционную привлекательность и способствует успешному развитию бизнеса. Текущее состояние социально-экономического развития муниципалитета обсуждалось на совещании в правительстве под руководством Рамзана Кадырова. Глава районной администрации Альбек Бугаев рассказал о достижениях, отметив, что по основным показателям сохраняется положительная динамика. Ой, район кюгал очень дон, дошер дуй дон. Шун решить целую шел проблем, милна гюали, дошер отсюда. Юртешка дон, дошер дуй даст. От имени жителей Шелковского района выражаю огромную благодарность президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, Далазват Облдольцин, Аймане Несивине Кадыровой и вам, Рамзан Ахматович, за все, что вы делаете для Шелковского района. Ларми Мехкда Рамзан Ахматович. Дицен цавал дакки белхшдон фонду а Шелковской районе Адойч дал облдин саадойли Рамзан Ахматович фонд Кюгаляйл Айман Несивин дал диканс бьем больше. При вашей огромной поддержке за последние годы нам удалось выполнить значительный объем работы по развитию муниципалитета. С начала 2024 года создано 306 рабочих мест. Демографическая ситуация в районе характеризуется положительно. Естественный прирост населения за текущий год составил 507 человек. Доходы консолидированного бюджета увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 115%. Общие поступивших налоговых и неналоговых доходов увеличились на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотел бы поблагодарить вас, Рамзан Ахматович, за создание в Чеченской Республике благоприятной экономической зоны. Благодаря вам нам удалось привлечь в район 845 предпринимателей, от которых получено бюджет района налоговых отчислений на сумму 336,3 миллиона рублей. Значительный вклад в развитие муниципалитета вносит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Оказана помощь на сумму более 745 миллионов рублей. Финансовая, продуктовая и иная поддержка на общую сумму 387 миллионов рублей, в том числе участникам СВО. 737 семьям передана финансовая помощь на сумму 82 миллиона рублей. Построены 39 социально значимых объектов, 33 дома для остро нуждающихся семей, построены 4 мечети и 2 медресе. Выполнен ремонт 13 домов малоимущих семей, приобретены 3 автомобиля для учреждения здравоохранения и культуры. Особое внимание в районе уделяется развитию сельского хозяйства. Под урожай 2024 года посеяно всего зерновых, озимых и яровых 16 326 гектаров.
План посева выполнен на 100%. Уборка ранних зерновых культур завершена на 100%. Общий валовый сбор зерновых составляет 30 760 тонн. Урожайность 21 центнер с гектара. За текущий год Минсельхозом Чеченской Республики оказана помощь в виде грантов 14 сельхозтоваропроизводителям на сумму более 6 миллионов. Асфальтировано 62,2 километра автомобильных дорог. Отремонтировано 42 километра гравийных дорог. Капитальный ремонт 4 мостов. Кроме того, в настоящее время в рамках проведения мероприятий по капитальному ремонту ведется строительство моста на федеральной трассе вблизи населенного пункта Коби. За текущий год проложено 52 километра водопроводных сетей. В рамках вашего поручения по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения администрации района при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмат Хаджи Кадырова за 2022-2024 годы пробурено в районе 14 артизанских скважин. В рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Чеченской Республике, завершается строительство очистных сооружений в 2 населенных пунктах на сумму 152,9 миллионов рублей. В рамках госпрограммы социальной дегазификации построено 73,1 километра внутрипоселкового газопровода, подключено к сетевому газу 591 домовладений. План дегазификации выполняется в полном объеме. В рамках мероприятий по снижению потерь ОАО «Чеченэнерго» проложено 85,5 километра линий электропередач. Установлено и заменено 2450 железнобетонных опор и 17 трансформаторных подстанций. За 2022-2024 годы объем введенного жилья составляет 214 813 квадратных метров. В рамках федеральной программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда построено 4 многоквартирных дома на 114 квартир. В настоящее время на стадии завершения 2 многоквартирных дома на 64 квартир. За 2022-2024 годы улучшили жилищные условия 107 семей на сумму 190 миллионов 253 тысяч рублей, в том числе в рамках федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, жилье получили 44 человека. В рамках реализации регионального проекта обеспечения жильем молодых семей предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья для 60 молодых семей. За счет средств бюджета Шалковского района построено 7 новых зданий для администрации сельских поселений. В рамках национального проекта «Культура» построено здание сельского дома культуры в станице Шелкозаводская и проведен капитальный ремонт 5 объектов культуры. Также проведен капитальный ремонт 3 объектов культуры за счет регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. В настоящее время в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Чеченской Республике, ведется строительство Дома культуры в станице Старощедринская на 200 мест и строительство детского сада в городе Шелковская на 60 мест. Ларми Мехкда Рамзан Ахматович. Язин Дойче районе, де Шварт Белахшдон, фонд Кюгаляйол. Айман Несиюнас, Дойч Шварт Белахшдон, Шварт Дин Белахшдон. Совещание продолжилось в обсуждении актуальных проблем, и именно на их решение была направлена встреча. Альбек Бугаев осветил существующие трудности. Можно сказать, уже по традиции все решается оперативно на месте. Город Шелковское. Центральная часть Догдач, Ялх улиц, Бух, Цигаливнева, канализация, Ахайтидмелачо, на Уасталкайдат. Курсе уяда, муслим. Курсе поручений сдал, мол, в 25 году его вопрос решить. Да, дурду я решить. Доктешна, так проект на Белшна район, уже сюда был волина, корректировки чан, чакбала, мы тоже ситуацию, так на 25 год, порум дальше поручений, дополнительно подключить, еще ресурс, подключить, вопрос закрытый, дорого. Есть устраивает, мы дальше, да? Я говорю. Ларми Мехкда Рамзан Ахматович. Газопровод, ой, ай, масях юрт юкой. Газ йотчем, да, цыгану. Не хватит кольца газа и реконструкции, что Ахайтидмелячи вопрос.
دوقنا واستوى دارتهم. Чен Газпром, Хахай Дон, Худой Вундиас Дон. Значит, по Шелковскому району в этом году было запланировано 72 домовладения на подключение. На сегодняшний день уже подключено 100 домовладений, что составляет 139%. Да, последние 2 года за счет роста производственных мощностей у нас наблюдалась нехватка газа населению. Благодаря вашей поддержке и вашему авторитету нам удалось включить 9 объектов протяженностью 72 километра, инвестиционную программу «Газпрома». На сегодняшний день проектная документация готова, находится на заключении государственной экспертизы. В ближайшее время решается вопрос о начале строительно-монтажных работ, что составляет более 900 миллионов рублей. В ближайшее время Дон Хадуван Дедош. Шудон Анвархо Шуит Цигашин Палатк Штуадон Цигадо Трудуэ Шудон Тятин Адактон или Эштан Йоху Холит варианты издасан. Да, мула газио район Ваюсариат Болга Дабулин активными темпами Болчак Бакалбуа да. Анваридон о Циге Пилисилитвиру да Чболчи газио Чедас или عملوا Циге Газиг Алан да смегалу. Здесь присутствуют и главы администрации сельских поселений. Они также высказали имеющиеся проблемные вопросы из своих населенных пунктах. Я глава администрации Каршигаульского сельского поселения. Рамзан Ахматович, пользуясь случаем, как председатель Ногайской общины в Чеченской Республике, разрешите мне передать слова приветствия от братского ногайского народа, а также слова благодарности за все, что вы делаете в Шелковском районе, в частности, в наших селах, в наших аулах родовых. Это и асфальтированные дороги, отремонтированные школы, построенные мечети. Перечислять на самом деле очень много. В любом случае, я хочу сказать, что в наших селах, несмотря на то, что мы находимся в отдаленности от районного центра и федеральной трассы, у нас есть все, что сегодня необходимо для современного человека. У нас есть все, что есть в других поселениях. За это огромная благодарность, Рамзан Ахматович. Аллах разы болсын. И если была одна просьба от жителей села, если есть возможность в перспективе рассмотреть строительство парковой зоны в селе Каршигаул для культурного досуга населения. Кто этим у нас занимается? Рамзан Ахматович. Мегалудеда. Кадеш телюч ашвара да. Я сайт лон. Талацан как куратор да. Есть свадок еще. موضوع سلمان خير كبير يرتداوسه سير تعمسه يرجع عسان أخبارك للقاء بلغش بنا غازي وتشع غازي جن فضل غازي في غازي ترتو أرجع كلمات كيو حق شراء دعدا عن شراء ماجد حجر لا ما لا شيخ أسترنور دا شيخ سيد يبقى بغير يزون هو ماشينا داير صالون درجي حق دال بيرك دو دال شيء دو عمل يوش كلام ده ماشين صحات درس فيلتشرسكي بونكت يوسا يورتا سيلسكي أدمنستراسي شو إسعى تيبو إسعى زداني سن ساعات برنامج يغيرتي شلا أستعنا واسطة ليشتون دق ده شريط إتاك أتشايرشا هذا يخاتي ويدون هذا مودلو دون. В рамках формирования регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения на 26-30 года, 26-30 годы баря. 26-30 года. Цигайц обслуживают еще на данный момент на 2000. Администрация комнатчай. Арендуемые пока по республике قويتوا арендуемые метрично. يقص دانش متسيز نسام ديل دون حاجة دون بس ديدو شميو تريش دون صح إنفستر كروي داس دون دعوري تاد قويت في حالات صالج إيش دي دون zdravog hranjenja je داس دون što komfortna obslužena kvalitetna داس دون أو حالا دون صوت أبلكش دون إشتيان هنسي دون إيشم أو إني داس تعاقب بك حياة سايوش تعامل دوش لاتشون إشتا هنسي تعال أبسولوتيش من ترودو دون وقارا دون دوهيق أبيكشون لاتش داس ساخر شو داس دون أحصل على ميل هربو داس دون يال هربو داس دون حياة داس دون وهو ودي دو داس دون مامت حياة دون يو استيقان يقي أبيك شات شو داس عن يشش دون سيخيان النسنان هو قلج دون نقدم عايشة دون حبت كنترول مخدون حزلا داس نقدم تو دون شو ديريس خشوا نحول جاست 2% دون يخليون دا خدا دون هو عشاش خدا
فلان يقم بول بيد بوداسنا كراترش بشريو نعداتنا كراترش شكر بول جادون تاتنا فابيرتان دون باش قلدال تيرومات شغيل ناباتنا شيء تاتحاول دون يجي ميجادوتان داستان باش خلي يشهد داستان بالذات البيجت دلجتني وبرنامج زشتني هو يعطينا دوات شيء تريتشيس تقول قاتلز ضعوان إنه حيزو الله خذك يعني نشي خذنا من الشوبة واقع متيجوش يجتون. В районе возводятся 2 мечети за счет средств регионального общественного фонда, одна из которых в станице Новощедринская на 1500 молящихся. Она на финальной стадии. Жители населенного пункта передали просьбу главе региона. Мискшнаган годяшту мискшнаган ценваштина садикилна юрта бочен якбигна йоче свет газ хидигна амтаган уггур хаз دوق صوغت أتغيرت عداش طول دوق إنزر خز ماجدكدو سنخ أون سمق دال دوق بيورت عبول باخر خوي إبا عنداش يورت خز يل تو يل دخوات نتخا لا أمبرق تخيورت خوي تخد سعدية خرحوك اشتعال حارحوكر بور بنز شان أون دوزل در سيلا لا در إماجدك أحمد حجيت أرق دال غازوة قابل دولسون خليتر ديريس خيلون يورت واش لا أقدر دوق ويداس دون لا Амин. В этом году в районе появился первый город Шилковская, что, по словам главы муниципалитета, положительно скажется на жителей. Это обеспечит повышенное финансирование, улучшение социальных и коммунальных услуг, а также благоустройство по городским стандартам. Его в скором времени планируют переименовать. Шилковский район дон переименовать город дон Терекал дон. На каком стадии дон? وإز 24 مايو شيء نسلنا بونكت روشتو أخا صنع جورد وأوجينا سنتي عتيرة ويبرشو ريونا خليش ويبرش كعتار شيء سكن دهتلنا ريونا ديان عيد الخرجدو سولدي أخا ديان شيء حكم ورجرو بروتشيني لير إذا جورد بريمينو أتيال تقبل يقني راح شيف ديان سديح ديان دعبولين بوخا بودا ملاحة قد عدول بلخسن إبوخ سيخ ديانا نورين правительство يبيش географические объекты همزارا ماشي исторioш تقصدها أحل حبروجينيو أشتون سيجا بوابا روس رئيس الرئيسي правительство حصلات سوول إبوال الملاحة ويشق بقربو دوتش 24 году Шилковского района реализовать из объектов. Это строительство, реконструкции, капитальный ремонт и благоустройство. Общий объем финансирования 1 миллиард 156 миллионов рублей. Ша элбек диана шиент эйден البروتشيني سيخ أرا ولي إقود شوي плюс диан сурт دوت رمزان أمال شوي عمها أرا إز دوزن سيو إز دوزن حات سعشي متك ديانا وحق رأون ودائما اللريايش بعك بلن خليش متك شوقش ديان حبروتشيني تسكيخس دلهم زكوانس موس سو آور ديان نيسادنا حقنس قوسو ما دوش يهون قالوا ما دوش إمت دعني سيلو أوشم ديان قيهودا رمزان أحمدش سهوقي كاجد شرح أكون تكنيكا يوغتيه تاع بيشاني مدايا قري دوز ديان الدوز سنديت سدلي ديان 100 كيلومتر و تحنا أور 100 كيلومتر يوغ أور 100 كيلومتر 200 كيلومتر كذا أو يوغ ديان الدوزنس ديان ديك وولش تسويل وولش وديان إدريس عنو الدريتر ديان قاحيوغا شو نتمني ماني نجح سنة مسني يقول فابقليليز ديان اللي خنزعنا حبا إزدي يزلجت هون ألش نلوج نزاملو نإيموشستو أي حقن شيء نلوج يز حق وشيء ديان دبلنيتنا وإسبوزوتي يشو شوز سندي ديانا البك إنزاوي وجاس دعيلة بلا مت كبير بو وجاس دعيلة بلا مت كبير بو ناقن صار بوخشو أحمد بلقل يقنا لا تلوي صار ديانا شيء زي 5% وبيا شاش يوتر بو ألبول ناخ بلغت سيات ديان سيجا حاجة ديانا يتحبل مت كوان دوقم دو ديان عيد أتوقش ديانا هنالوج تقيتري توجه سامي ندويجمست объекты недвижимости. Там лишь Шилковского района أخذ وغاوان إيش ساق регистрациятен حقيقيش قياشيت ما يتني عدوان إيش 356 объектов без прав. أعتقد регистрация تيجح ديانا حب местный бюджет حيرأون شكول تايا بنيت فات بقيتنا أخش في الأول خربون. без регистрации прав وتبه земельных участков тоже 345. Сега он бложим детал без и то же самое объекты капитального строительства. Тоже у тебя 11. Сега он обложим Элсенберг, они хайре онеха кугуата тая
поезда я кара ахча, مثلا поезда есть сразу правительство хотят программу мовидио дион. Ишт в общем и алду целом диона справиться дешу дик бобешу шеф. Дересал дошло. Уровень безработицы снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2023-го район занял 4-е место в рейтинге оценки эффективности деятельности муниципалитетов. Альбек Бугаев подчеркнул актуальность нового формата совещаний, где для решения проблем каждого района проводятся отдельные встречи. رایون عمل دو کو بلکش دیشید تا پروبلمی و چسوی هر سن سویش یعنی این تو تان هوش تو اخ پروبلم تیجا زوج دیش مهنه هیچ میل سیگریشید و مساله هوش اختران شلکوس کنیم روی عشق تقاعد سویش یعنی یول شو پروبلم شتاع على ويمهد رمزات ما يجاش دائما شيء министерство لا ведомство لا решение задание لنا شو جديد ديك بركة совещание ديك بركة موافقة ده بركة يوزي رئيس Общий объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2024 по всем источникам финансирования составил 1 миллиард 132 миллиона рублей. Уже реализовано 14 инвестпроектов, в процессе находится еще 17. В рамках нацпроекта образования построены 2 школы и 2 детских сада, участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт, а также благоустроены 33 общественные территории. За счет благотворительной организации возведена детская районная поликлиника. Шелковской район – самый многонациональный в республике, являющийся образцом истинной дружбы и взаимопонимания между различными народами. Вместе он занимает наибольшую площадь среди муниципалитетов – 300 тысяч гектаров. Рамзан Абуев, Магомед Басаев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Глава региона наградил Ясина Закриева медалью за заслуги перед Чеченской Республикой. Председатель счетной палаты субъекта был отмечен за безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении своих служебных обязанностей. Под руководством Ясина Салмановича значительно улучшились показатели в ряде направлений. Эффективно используются средства без финансовых нарушений. Строгий контроль и внимание к деталям позволили повысить уровень прозрачности и ответственности управления счетной палаты. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Закриев Ясин Салманович. В Грозном идут заключительные работы по строительству жилого комплекса и мечети вместимостью более 5000 верующих. Объект расположен рядом с площадью Минутка и распахнет свои двери для жителей 23 августа, день рождения первого президента Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. С финальной частью работы ознакомился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В чем уникальность нового украшения столицы, расскажет Мадина Нуцалчиева. Глава региона Рамзан Кадыров в ходе очередной инспекции осмотрел новую мечеть вблизи площади Минутка. Ее масштаб составляет 3200 квадратных метров. Она двухэтажная и сможет вместить более 5000 молящихся. Высота 4 минаретов достигает 52 метров, а центральный купол почти 35 метров. Там же он совершил намаз. قدنا عمل شو بكون متشجع. يا رجل. على بدون نعود المجري. أصبح لجت. إذا هي حاجة تبدي بدك. شو جا هذا يشتغل شو استقال سنة مش هذا مش. ممكن جاي أصلا. Для прихожан предусмотрены стояночная и парковая зона на территории религиозного объекта. Строительство началось еще в июне 2022 года. Мечеть спроектирована архитекторами в духе святынь Самарканда и Бухары и аналогично святыне имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Шали. Какие работы? Я дешевле багар винверват, чем багар объект кичу, алхамдулилlah, там почавенир. Так междик дин делду, благословит жилой комплекс.
حيال كيتشو وانا خز مجدك دينا دال شاريز والجماعة طلعت والخوش وباتشن باركل دير ريسل وفوان دقيقة على ايمان عجينة دير ريسل وزا صعامة سخوش وانا خز مجد نق دال وعول خاصة بحيق الإيمان الإسلام وين خز دول ديش عنه وانا خز بيكتيني يالي دال مغلا حيوة اللي يقوي دال بيركتي ويلقى دال مغلا دواستريتي أغسطس يعني وشو عروس بعد ماجك عدو ولا دوي. На 5000 человек, между двое. Внутреннее убранство святыни приобрело восточный облик. Один из главных элементов отделки – декоративно-гипсовая лепнина стен и потолков, расписана художественной ручной росписью под золото. Сейчас строители завершают установку освещения и благоустройства прилегающей территории. Открытие мечети планируется 23 августа, в день рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мадина Нуцолчиева, Сайд Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести Чеченская Республика. Более 200 человек присоединились к пешему походу по региональным туристическим маршрутам, объявленным заместителем председателя правительства Айшат Кадыровой. Масштабное мероприятие организовано совместно с Министерством туризма. Он прошел по кольцевому маршруту «Волчья тропа» в окрестностях высокогорного Ведучи. Впечатлениями горных красот поделится Медина Мударова. Любители активного отдыха вновь покоряют вершины. Курорты Ведучи – это не только живописное место с богатой историей, но и отправная точка. К пешему походу, организованному заместителем председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадыровой совместно с Министерством туризма, присоединилось более 200 человек. Стоит отметить, что чуть ранее Айшат Рамзановна опубликовала в своих социальных сетях новость о проведении масштабного совместного похода. В нем приняли участие и внучки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я очень активно пользуюсь социальными сетями, конечно, подписан на вице-премьер правительства Айшат Кадырова. И я, по-моему, один из первых узнал, потому что я как бы отследил и сразу узнал, как только видел, что есть такая возможность, позвонил, зарегистрировался, потому что, как я понял, здесь очень интересная компания собралась, как и чиновники, которые сегодня переоделись в такие спортивные костюмы, ну и как и блогеры, которые я многих знаю. И, конечно, предстоит новый маршрут, Волчья тропа. Ну, конечно, я в числе, как и друг, хотел быть первым пройти по этой тропе. Участникам сразу же проводят небольшой инструктаж перед дорогой. Примерно половина маршрута мы будем с вами идти в горку, дальше мы будем идти под спуск. Кто-то говорил, что не знал, что у нас есть маркированные тропы и что в Чеченской Республике можно ходить пешком. Именно поэтому, благодаря поддержке уважаемых дочерей нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова, мы сегодня с вами находимся на этом маршруте. Я очень надеюсь, что это будет отправная точка. Сколько бы Министерство туризма не пыталось популяризировать туризм, без самих жителей этой республики, без вашей поддержки, без ваших постов в соцсетях и так далее, сделать это невозможно. Поэтому нам нужна ваша поддержка. Нам хотелось бы, чтобы мы действительно показывали ту любовь, которую мы проявляем к нашей республике. Энтузиасты с собой взяли самое необходимое. Им предстоит путь в 5 километров. Пеший поход идет по Волчьей тропе в окрестностях высокогорного Ведучи. Маршрут проложен через горы, реки, леса с видами на хребет Данидук, гору Кистенкорт и северный склон курорта Ведучи. Путь участников лежит по извилистым тропам, которые ведут через захватывающие пейзажи. Горы покрыты сочной зеленью и чистейший воздух. Все это создает неповторимую атмосферу. Несмотря на некоторые сложности, команда пребывает в отличном настроении. Стоит отметить, что среди участников не только блогеры, но и чиновники, которые отмечают, в преодолении трудностей и состоит вся суть похода. Рамзан Ахматович правильно подметил то, что большая часть молодежи находится у нас в городе, прям сконцентрирована в центре. Все равно, когда люди проходят в горы, здесь есть чистый воздух. Все равно в городах у нас есть углекислые газы, и очень плохо сказываются на легких. Здесь вот для реабилитации легких и для профилактики можно на каждые выходные посещать горы. В первую очередь мы прислушались к призыву главы Чеченской Республики, так как он всегда говорит о том, чтобы подрастающее поколение узнавало свою историю, узнавало свой край, посещали горы, ездили вместе с молодежью, вместе с семьями. Приятно в такую прекрасную погоду прогуляться. Это хорошо и для своего здоровья,
укрепить. И поэтому советую всем посещать горы. Мы идем по Волчьей тропе, очень красивая природа. И сегодня собралось очень много народу. Все видят, понимают, что у нас очень красивая природа, у нас очень здесь чистый воздух. И советую всем сюда приехать, обязательно побыть в этом месте. Советую побольше проводить времени в горах. Следуйте призыву Айшат Рамзановны, будьте здоровы. Получите много удовольствия от природы нашей республики. Вроде бы мы находимся в Чечне, в Грозном, да, постоянно. Вроде бы мы знаем, что есть такие места, и почему-то очень редко их посещаем. Что я очень рекомендую всем нашим гостям, помимо гостей, также нашим жителям, которые сидят дома, не выезжая из Грозного. Вы посмотрите на это. Машалла, настолько что надо почаще выезжать, почаще бывать. Небольшие подъемы, чистый воздух, зеленые луга и величественные вершины вдохновили каждого без исключения. Пешие походы регулярно собирают любителей приключений, которые в поисках новых ощущений. Министерство туризма Чеченской Республики с радостью предоставляет такую возможность всем желающим покорить вершины. Те инфлюенсеры и блогеры, которые были сегодня в походе, я не знаю, суммарно, мне кажется, люди, у которых там аудитория на миллионы человек, они как раз таки сегодня транслируют этот поход. Они покажут, как благоустроены тропы, они покажут, какая вообще инфраструктура на курорте ведущая. И тем самым уверен, что люди больше будут приезжать на наш курорт и больше, соответственно, будут ходить по нашим тропам. Курорт ведущий всегда ждет у себя в гостях любителей активного отдыха. Здесь более 30 километров маркированных троп. В регионе созданы все условия для развития внутреннего туризма. Задача жителей – не упускать возможности насладиться природой и культурой нашего прекрасного края. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев, Весть, Чеченская Республика. В селении Ахмат-Юрт состоялось открытие нового детского сада. На торжественной церемонии присутствовали внучки первого президента Чеченской Республики. Для будущих воспитанников создали все необходимые условия. Подробности с места открытия предоставит Медина Мударова. Современно, комфортно, а главное нужно. Это все про новый детский сад в Ахмат-Юрте. На торжественное открытие прибыли официальные лица, в числе которых внучки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Глава Курчалоевского муниципального района Асламбек Расханов подчеркнул, что важно создавать все условия для подрастающего поколения. Это уже 4-й детский сад в селении. Все они благоприятно влияют на гармоничное развитие детей. Ahmad Hajdal Ghazi Qobal Dwal Sun Berkati Nia Buhar Berkati Nia Dahush Way Mehda Ahmad Haji Ramzan Sun Duzel Way Mehna Aymani Dal Dickens Biqam Boy Tana Hara Khitsamsh Tsilli Gults Way Nochi Qoman Ginag Dodshlola Khaz Irsi Dinosh Duk Way Nochi Qom Yadesh Khatagan Halqu Shul Har Way Kigi Chor Sana Kigi Bush и хилдиезег гулк мелдол хума чудилч иштхо ирси не анне дабах вена остихил дамулах вне на остихил цар беркати дюзелшхер бувен. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Кадырова выразила надежду на то, что дошкольное учреждение будет растить достойных представителей чеченского народа. Детский садик, я радовала, что бери, келда, харда, мулаха, лики, берти, ирси, харду, яхьол, он хи уезд мехли, кибор, вай махка, и барт хадеде, да газат ободо, цун дигла тагана, и вин делош, цун лерин хайол, шуара, цун беркатор, дал дехи берктиол, харьеш, амел хек чанда, من له чандел, вис хал одер цун дала, никанс бекам, вай мехк дейна был. После торжественного открытия гости осмотрели объект. Учреждение рассчитано на 140 дошколят, и здесь для них подготовлено много интересного. Здание имеет 2 этажа, просторные и светлые групповые комнаты, уютные спальни, медицинский кабинет. Огромное внимание в детском саду будут уделять и физическому развитию детей. Можно с уверенностью сказать, что спортивные занятия дети будут посещать с особым энтузиазмом. В ярком и просторном тренажерном зале есть инвентарь для любого вида спорта. Также здесь будут проходить и занятия по лечебной физкультуре.
Высокий уровень комфорта – это то, на что обращаешь внимание в первую очередь, оказавшись внутри садика. Здесь есть все для того, чтобы всесторонне развивать подрастающее поколение. Это отмечает и заведующая дошкольного учреждения. Новые условия оценили и сами ребятишки. Объект построен в рамках государственной программы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих в регионе. Он создаст 70 новых рабочих мест. Стоит отметить, что оснащение взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Детский сад ежегодно населенный пункт Хасан Давельш. Последние 3 года детский сад даилна. Ахтарна школш, ватарна 3 смен бог что хом школстек полный дадэлду. Та больше открытие есть социальной школою на 700 мест. Ах запланирован кривор школою. Школа уже полностью проектной сметной документации кетчина. До конца حلقوا إشدود عرنا الشروي مصو صادق شكا بش قبش شقيوش بش دات هني دقيق ونخو قيور بخوة. Уровень рождаемости в регионе один из самых высоких в стране, поэтому вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях один из самых актуальных. Благодаря строительству новых зданий его удается активно решать. Детский сад в Ахмат-Юрте распахнет свои двери уже 1 сентября. Медина Мутарова, Магомед Ахматов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Курчалое открыли многоквартирные дома, построенные для переселения граждан, проживающих в аварийном жилье. Открытие жилого комплекса приурочено к 73-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Свои жилищные условия улучшат более 130 человек. О комфортабельных условиях новых жильцов расскажет Лейла Муртазова. 34 квартиры, отвечающие всем стандартам качества, получили переселенцы из аварийного жилья в Курчалое. Торжественную церемонию открытия жилого дома приурочили к 73-й годовщине со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В мероприятии приняли участие местные жители и официальные лица. دعوش ودي بيسيدوش كأيش حوش شوي مهكدا عمل هجي رمزان وتندوزل بودا قاستن وي مهكدين وي مهكدان أيمانين تندوزل ديري على درسون أبركتي بلغش خرباتسر تغنى وي حلو الله إشت تعمدوا هاتحال تغنى وي هر بريسيلينش أورين جولياتشو خصية بوش هر نستيل مخصم دعوتين دوم دو. Каждый из обладателей нового жилья несказанно рад, ведь долгие годы им приходилось существовать в домах, не отвечающим никаким нормам безопасности. Свое спасение они получили в лице руководства республики. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для них возвели современный уютный жилой дом. تون بيرك دو أحمد حجي بيرك دو هالدري جدون أسنيق بيرك دور قوي أمان وحجة تغن تير ديوزوش وين مخاطر ديون دي بيسي دوتش كيجي بر ساعش ديونا كيجي خلش خي أباس تغنا ديونا دي بيسي دوتش أهيوكش بو إشتا يبعن خيل سنخ دال وين دين صوخ دوكار ديونا أحمد حجي تون ديوزوش تغنا أحمد عجينيا إذا دريجي وي خلق وديون حق دوقة وي لين بول بايل بوي تون دال دين وين صوخ دوقة. После торжественного перерезания красной ленты глава Курчалойского района и министр строительства и жилищного коммунального хозяйства осмотрели просторные светлые помещения и оценили качество планировки. В новых квартирах
квартирах имеется все необходимое для комфортного проживания. Переселенцам осталось только обустроить их по своему вкусу. В данный момент мы находимся на открытии жилого дома, который предусмотрен для расселения жителей оползневых домов в городе Курчалой и Курчалойском районе. Это дом общей площадью порядка около 3000 квадратных метров. Мы видим абсолютно благоустроенные жилые помещения, которые уже соответствуют всем современным требованиям. Данные работы они проводятся в рамках исполнения поручений главы нашей республики, Героя России, уважаемого Рамзана Ахматовича. На сегодняшний день открытие проводится в том числе еще в Шелковском районе, в Натеричном районе, в Очко-Мартановском, в городе Грозном. То есть в общей сложности улучшены жилые помещения, то есть соответствующие всем требованиям, получат порядка более 800 семей на территории всей нашей республики. Рядом с жилым комплексом расположены все необходимые социальные объекты, что еще больше упростит жизнь новым жителям Курчалоя. В Курчалоевском районе реализуется ряд крупных проектов и возводятся жилые комплексы. Муниципалитет активно развивается, в нем создаются все условия для комфортного проживания жителям. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Спустя 16 лет солдаты-срочники вновь получили возможность служить в пограничных войсках на территории Чеченской Республики. В Грозном прошла торжественная церемония принятия присяги военнослужащих по призыву. Они дали клятву на верность и услышали слова поздравления от старших офицеров и родных. Как прошла торжественная церемония в сюжете Лейлы Муртазовой. В строю стоят будущие солдаты пограничных войск ФСБ России по Чеченской Республике. Это знаменательное событие для управления, так как за последние 16-20 лет это первые срочники, пришедшие на службу. 20-летний Дмитрий Коньков из Ростовской области, как и его товарищи, решил смело идти навстречу своему долгу перед Родиной. Событие для меня знаменательное, волнительное, не без этого, но все к этому готовы. Честно скажу, да, с детства как-то об этом мысли были и занимался этим на протяжении всей жизни. Так, смежно с этим. Но по воле судьбы получилось попасть в пограничные органы ФСБ. Либо в разведку идти в ВДВ, либо в ВДВ. Но получилось еще лучше. Скажем так, на шаг ближе к своей мечте получилось. Разделить этот важный момент с военнослужащими прибыли их близкие и родные люди. Родители переполнены гордостью за своих детей. Марина, мать Дмитрия Конькова, с малых лет поддерживала сына и вела его к своей цели. Мы гордимся, мы очень рады, что сын попал в пограничные войска. Это престижно, это ответственно. Он был готов к этой службе, очень хотел попасть именно в специальные войска. На торжественную церемонию прибыли офицеры и официальные лица субъекта. В адрес солдат прозвучали поздравления. Разрешите мне зачитать приветственное слово от имени главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, уважаемые гости, сегодня ряды пограничников управления ФСБ России в Чеченской Республике пополняются новыми военнослужащими. Я уверен, что каждый из этих молодых людей понимает ответственность, которая ложится на их плечи. На вашу долю выпала защита рубежей нашей великой Родины. Пограничники всегда славились своей самоотверженностью и храбростью. В это сложное для нашей страны время нам нужны настоящие патриоты. Убежден, что каждый из вас будет достойно выполнять свой воинский долг. Мы обязательно победим под руководством нашего Верховного Главнокомандующего. Поздравляю вас! Желаю достойно пройти службу и чтобы каждый из вас вернулся к своим семьям с гордо поднятой головой. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В окружении родных и личного состава новобранцы произнесли слова присяги, заверяя защищать Родину и соблюдать устав. Алексей Алимович, торжественно присягаю на верность своей Родине, Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
Эти юноши сегодня становятся не только солдатами, но и защитниками нашей страны. Присяга – это выражение готовности выполнять свои обязанности на границе, где начинается наша безопасность. Молодые люди прибыли из Ростовской области в Чеченскую Республику в июле месяце. Солдаты прошли всю необходимую подготовку для выполнения своих служебных обязанностей. Пограничники всегда на протяжении всех веков славились своими традициями, своими ритуалами и своей храбростью в боях. На сегодняшний день нам поручено пограничному управлению охранять государственную границу с Республикой Грузия. Совсем недавно здесь были тяжелые времена, но сегодня это самый мирный регион в Российской Федерации. И всем вам посчастливилось служить в этом регионе в это время. Всех поздравляю, желаю всем высоких результатов служебной и боевой деятельности. Уважаемые родители и близкие, командиры и начальники, уважаемые солдаты, вот и наступил долгожданный день принятия военной присяги. День, в который ряды пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике пополнились военнослужащими, готовыми с мужеством и доблестью исполнять свой воинский долг, бесстрашно охранять и отстаивать рубежи нашей Родины, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, быть настоящими воинами и защитниками Отечества. От лица первого за 16 лет призыва пограничников хочу поблагодарить родителей и близких, проделавших длинный путь, чтобы увидеть нас и поздравить со знаменательным событием в жизни. Отцов-командиров, которые каждый день вкладывают в нас душу, учат нас быть настоящими защитниками народа и государства. Клянемся быть достойными славы наших великих предков. Под звуки военного оркестра солдаты прошли маршем, держа голову высоко, гордые и воодушевленные своей будущей службой. Для многих призывников это первое большое испытание в жизни. Сами солдаты и их родители уверены, что служба поможет им стать настоящими мужчинами. Александр и сам когда-то служил, поэтому хорошо знает, через что пройдет его сын. Мечта сбылась. Ну а я что ощущаю? Я испытываю гордость за сына, однозначно. Вот. Потому что достойную смену вырастили мы с мамой, да и со всеми преподавателями, где он учился в учебных заведениях. Сам я служил в Северной Осетии, в городе Владикавказе, вот, на Верхнем Ларсе. Честно, это очень великое событие, потому что я с самого детства очень сильно увлекался, так сказать, военной тематикой, отец не даст соврать. В общем, мечта сбылась. В завершении мероприятия близкие поздравили новобранцев, пожелали им стойкости и духа на ответственном пути, который направлен на самое святое – защиты Отечества. Лейла Муртазова, Сейд Алиам Пукаев, Харан Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В селе Джалка состоялись спортивные соревнования, приуроченные к 73-й годовщине первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Более 200 юных спортсменов продемонстрировали свои навыки и волю к победе. За состязанием наблюдал Турпал Али Тайсумов. Быстрота, техника и сила. Республиканские спортивные турниры сразу в 3 дисциплинах состоялись в селе Ниджалка, посвящены 73-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В торжественном открытии приняли участие заместитель министра спорта субъекта Ахмат Делимханов и помощник депутата Госдумы Российской Федерации Рамзан Делимханов. Сотни спортсменов собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения. Я выражаю благодарность моему дорогому дяде, главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову и дорогой бабушке, президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далазот Облдойцун Аймане Несиевны Кадыровой. Первыми в соревновательную схватку вступили 110 борцов подросткового возраста. Юные спортсмены на ковре держатся стойко. Это первый признак их профессионализма, который оттачивается с раннего детства.
В дальнейшем это приводит к успеху на взрослых соревнованиях. В 10 весовых категориях определились победители. Почетные гости наградили их медалями, грамотами и кубками. Один из таковых – Магомед Шапиев, не оставивший шансов сопернику. Открытые соревнования по боксу прошли этажом выше. На ринге сошлись более 30 человек. По завершению боев в каждой весовой категории официальные лица также вручили им презенты. Не менее интересно прошла игра в футбол. В финальном противостоянии сошлись команды «Ангушт» и «Нисо». Гости из Ингушетии оказались сильнее и увезли домой золотые медали. Серебро досталось коллективу «Нисо», а «Гумс» получил бронзу. Турпал, Алита Исумов, Сайтымин Мусаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Чемпионат по футболу Содружества среди детей 2011-2012 годов рождения стартовал в стадионе имени Султана Белимханова. Событие собрало 12 футбольных команд, которые представляют Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, Республику Крым, города-герои Севастополь и Волгоград, а также Чеченской Республики. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Организовано оно Министерством спорта России совместно с Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Итоги станут известны 24 августа. Команд в Грозном по сравнению с предыдущими этапами вырос. И я могу сказать, что вот с 1 по 4 этап на каждом этапе команды все лучше и лучше. А главное, что дети играют в футбол, ведут здоровый образ жизни, имеют какую-то цель, мечту. Если ты имеешь мечту, то она сбывается. Поэтому детям здоровья и дальнейших успехов. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.